Так. Мана Хальмак, Бурят, Якут, Това, Эвен, Алтай, Кун, Сан, Сяхан, Пеха. Это, видим, калмыцкий язык. Самбанану худут. Мнодер. Стрим Гарахом. Тема, блин. Тема, забыл, как называется. В общем, с такой темой, как бурятский ренессанс. Ну, в общем-то, не только бурятский ренессанс. Ренессанс вообще всех коренных народов. Занок за хулеи. Хуи. Уже арвантамху. За. Сайн звук норм. Да, только хотел спросить. Сэмбэна, Борис, Сэмбэна. Так, тогда давайте я начну, знаете, с чего стрим? Я начну стрим и перейду к ренессансу, а начну его с Сэмбэна, Борис, Сэмбэна. Начну его с пояснения, почему я приглашаю в эфир людей с самыми разными взглядами и всех слушаю, не перебиваю, не начинаю там спорить и так далее. Потому что, смотрите, на худут. Я вот сейчас занял такую, можно сказать, правую, повестку, да. Ну, не, конечно, не там, не ультраправую, не еще какую-то такую. А она довольно, я скажу вам, умеренная. Вообще это, конечно, очень странно для меня, потому что всю жизнь я вообще всегда был левых взглядов, интернационал, вот это вот все. Потому что Сэмбэна, Шингамбоев, потому что, ну, как-то в детстве я, в общем, много книг читал. Жаль, что сейчас так перестал много читать. Может быть, из-за телефона, или не знаю из-за чего. И в том числе вообще все, что было там в домашней библиотеке, всякие там книги про революцию, вот такое все, овод там. И тогда мне казалось, что это идеи очень классные, революционные, социалистические. И там, конечно, описывалось все очень так красиво, все эти герои и так далее. И мне еще казалось, что вот какая у нас мощная страна с таким наследием. Победили царизм, все для людей, все для человека. Плюс еще вот это вот поколение старшее, да, все время говорили, вот как мы там жили, дружно и так далее. Ну, вообще-то в детстве действительно, когда я был ребенком, много людей на улице, ну хотя это уже 90-е годы были, сидели на улице, общались как-то, люди были более открытые, что ли, как-то так. Ну и, конечно, вот эти все разговоры про то, что такую страну развалили, все это было, и всегда я вот был, в общем, что все дружба народов у нас, все дружили там, друг друга все уважали. Хотя, конечно, знаете, в жизни там все-таки по-другому было, да, то есть, как сказать, мне так казалось, что вот где-то там, в больших городах, ну, хотя потом и скинхеды появились, но тем не менее, где-то-то эта дружба народов есть, конкретно у нас ее почему-то нету, потому что там в детстве, помните, эти были всякие там бурят штаны горят, да, вот такое вот все, обзывалки. То есть все это было на самом деле. Но в целом мне казалось, что все очень хорошо. И, в общем, я был такой человек левых взглядов. Мне тоже казалось из-за того, что взрослые внушали, что Советский Союз это было очень хорошее государство, справедливое, все было дешево, все было качественно, все было бесплатно, о человеке заботились. И вот пришли эти демократы, все разрушили, все продались Западу,
Если бы не проклятый Запад, то вот жили бы мы в Советском Союзе до сих пор и жили бы припеваючи, в общем. Но потом, когда ты становишься старше, просто начинаешь наблюдать вообще за государством, э, за жизнью, как все устроено, начинаешь замечать различия, и как-то вот эта вот иллюзия мира потихоньку рассыпается, и окончательно она, конечно, рассыпалась, когда началась война, и вот эта вот речи даже Путина, да, про то, что у украинцев нет такого народа, и для меня все тут стало совершенно ясно. Потому что на самом деле это вот, конечно, какая-то удивительная ситуация сложилась, да. Вообще-то это же крайне националистическое государство вообще, Россия, Российская империя, да. То есть, когда это до недавних времен было, да, вот семейские даже есть же, то есть, когда буряты приходили, а буряты строили дома же семейские, ну и вообще там что-то работали, делали, приходили, кушали, допустим, то после них эту посуду не мыли, ничего не делали, ее выкидывали. Ну, типа нехресть там пришел, такое вот все, да. То есть какой-то Павел Игнатович пишет. Зачем? Ой, зачем ему знать? Ладно, чуть не сбили меня с мысли. Я рассказывал про то, что, ну, короче, осознание пришло. Про то, что Россия, Русская империя на самом деле крайне националистическое государство, про вот эту вот нетерпимость к другим религиям, к другим народам. Ну, нехристь, нерусь, да, всегда же так назывались инородцы. То есть никаким образом к себе как-то, знаете, почерпнуть что-то из культуры этого народа, никаких попыток на самом деле никогда и не было на государственном уровне. Только все это провозглашается, но на самом деле этого не происходит, конечно. И даже вот когда во Второй мировой войне, получается, Сталин победил своего союзника, всю награду он, когда произносил тост, конечно, выделил отдельно русский народ, ну, а потому что он не мог, потому что оно на этом фундаменте национализма, да, вот этого вот фашизма, она всегда стояла, эта страна. И знаете, единственное, что каким-то образом удалось вот это вот внушить населению всему. С одной стороны, что это империя, да, но с другой стороны, что она якобы какая-то такая добрая империя. Нет подавления других народов, нет уничтожения их культуры, языка. Причем, когда ты пытаешься свой язык, культуру свою отстаивать, то тебя обвиняют экстремистом, шовинистом, националистом. И знаете, вот это вот какая-то, конечно, шизофреническая ситуация происходит. С одной стороны, декларируется в этом фашистском государстве, что вот у нас дружба народов, все нации равны, но на самом деле, конечно, есть одна нация, которая равнее остальных. И каким-то образом это удалось внушить, и при этом еще и ведущую роль отдать именно русскому народу, что вот якобы с русского народа им виднее, им лучше, они более образованные, пришли вот этих вот необразованных бурятов, грязных, да, отмыли, дали образование. И почему-то все это ссылается именно на 20 век, да, то есть когда революция произошла, когда вот это массовое бесплатное образование было. Но когда завоевание бурят-то было? Из-за чего вообще буряты именно отстали в своем развитии-то? Не, ну, конечно, все равно оно как бы не совсем отсталые были, но тем не менее развитие-то шло, потому что и именно из-за оккупации. И смотрите,
оккупировали нас. А сейчас вот эти доводы, что отмыли, там, очистили, да, уже спустя 200 лет оккупации. А хотя до этого сами-то, ну, как сказать, не сказать, что такие чистенькие были и так далее, да. То есть после революции же все это произошло со всеми народами, а до этого и крепостное право, и все на свете, да, у самого русского народа. Поэтому это вообще, конечно, уникальная ситуация сложилась, когда такое нацистское, фашистское государство вдруг провозгласило свои идеи равенства народов, и эту активно идею внушало, но потом просто перестало притворяться, вот как сейчас, да, то есть, ну, все уже, шаман там поет «Я русский», Путин говорит «Украинцев нет», то есть он про любой другой народ может так сказать, и при этом, что удивительно, да, здесь оказывается, наши с СНГ есть, которые русскоязычные, оказывается, какой-то большой, я так понял, процент за, типа, за Россию, за Путина, да, в этой войне. И жалуются еще, что на заводах типа работы стало меньше, заказов меньше, все из-за войны. И типа вот если типа быстренько Украина сдастся, то все будет зашибись, все классно будет. Но почему-то до этих людей из СНГ не доходит, что следующая станция, да, это там Казахстан, допустим, ну, Беларусь, понятно, она просто договор подпишет. Следующая станция Монголия, Узбекистан, ну, короче, все бывшие страны СНГ, Советского Союза, ныне, ну, даже СНГ-то понятия нету, такое чисто понятие. То есть почему-то они думают, что вот Путин там якобы победит нацистов, все такое, денацифицирует, все успокоится, все наладится. Уже ничего не наладится, по-старому уже ничего не будет. Такие дела. Русский народ, святой народ, ракетоносец. Вот, знаете, будет удивление у людей, да, из СНГ. Я почему и говорю, да, вот, ну, про Монголию, про другие страны, да, тоже Казахстан, также про него можно сказать, что, не знаю, ну там какой-то процент, наверное, именно казахов есть, кто типа за Россию. То есть следующая-то станция вот эти страны. То есть почему-то там, знаете, я читал такой еще комментарий, типа за Монголию не беспокойся, там хитрая политика там. Но знаете, когда ты в оккупированном положении, конечно, ты начинаешь приспосабливаться, вести хитрую политику и так далее. Но всегда все-таки надо стараться на самом деле пытаться как-то из этого рабства выйти. То есть, если ты постоянно сидишь и просто как бы ждешь, что типа пронесет, то, как мы видим, ничего подобного не происходит. Вот Украину не пронесло. И остальные все страны. Просто я вот вам рекомендую всем посмотреть, что вообще происходит, да, на Ёшкин Крот там подписаться, еще куда-то, потому что там активно освещают вот эти все события. Вот недавно Харьков разбомбили, да, то есть они бомбят простые города. Вот не дай бог, конечно, если там, допустим, Астану начнут так бомбить, или Улан-Батор, или там, не знаю, Бишкек, или, ну, какие-то такие города, да. Вот просто представьте, вот Киев бомбит, Харьков там, да, и начнут уже другие страны завоевывать. Хотя, кстати, сегодня вышло видео, военный из Казахстана сказал, что у нас осталось 1,5-2 года. Ну, он выступил с такой речью разоблачительной о том, что в армии, я не досмотрел еще видео, надо внимательно посмотреть, но классное видео вообще. Военный какой-то, который занимает определенный пост, решил из-за того, что, ну, много проблем
что нужно готовиться, потому что он понимает, что скоро все равно русский мир вторгнется в Казахстан, поэтому надо готовиться. И он рассказывает там о проблемах в армии, в общем. Ну, понятное дело, что бывшие все постсоветские страны коррупцией страдают, вот этим вот, ну, все, что вражки, короче, все это как родовая болезнь, да. И смотрите, к чему такое долгое, длинное предисловие про все про это, да. В общем, я был таких левых взглядов, интернационал, все такое. И как-то правые идеи, людей, которые разделяют эти идеи, я никогда особо не воспринимал. Думал, зачем они вообще нужны, как их терпят. Это же какие-то националисты, фашисты и так далее. Но когда такая история началась, тут-то до меня как бы все и дошло, что в каком на самом деле находимся мы положении, все коренные народы, что мы, по сути-то мы рабы, покоренные рабы, которые доживают свой век, теряя свою культуру, идентичность. И как бы другие какие-то там народы, не знаю, соседи не типа не ехидничали, вот вы там, мол, язык потеряли, как так можно и так далее, учите язык. Но знаете, если вот так вам вторгнется русский мир, я не знаю, через какое время вот эти, собственно, народы, которые что-то сейчас ерничают или ехидничают, сами потеряют свой язык, когда у них просто в школе перестанут вести, когда дома уже сами родители будут стараться, чтобы дети не говорили наоборот на своем языке, потому что, ну как это, все под запретом будет фактически. И смотрите, я вот понял для себя, что на самом деле умеренно правые взгляды это на самом деле необходимо просто в любом обществе, в любом народе. Но, конечно, не надо вот это вот все максимально развивать, вот эти все правые идеи, потому что они в итоге приводят к фашизму, то, что случилось. Ну, как бы что случилось-то, оно и было, да, всегда в основе этого государства России. Фашизм. Просто он периодически то прячется, типа делает вид, что он нормальный, потом просто открывает свое истинное лицо. Ну вот сейчас мы видим, к сожалению, все как есть. Вот это вот истинное нутро, да. Всех надо зачем-то завоевать, разбомбить, убить, изнасиловать, сжечь. То же самое со всеми коренными народами раньше и происходило. Только с единственной разницей, никто этого ничего не видел. То есть то, что вот сейчас украинцев там убивают, уничтожают, издеваются, со всеми это было, и с бурятами, и с саха, и с тувинцами. Ну, с тувинцами, наверное, все-таки меньше, потому что они недавно вступили. Ну, в общем, со всеми другими народами. И причем это же очень настырная империя. 138 лет, представляете, воевать и воевать. Сколько с Кавказом они воевали. Такие ребята, которые, видите, ничего не жалеют. Ни себя не жалеют, ни другие народы, ни деньги не жалеют, бабы своих детей не жалеют, ни мужей. То есть всем пофигу, лишь бы просто завоевать зачем-то. И в этом плане, видите, сам народ, на самом-то деле русский народ, он, как сказать, воинственный, но в какой-то своем смысле. То есть готовы умирать просто пачками, имея, ну, постоянно это было, вот даже это, Левша, если рассказ вспомнить, всегда какую-то отсталую армию, которая медленная, неповоротливая, со своими проблемами внутри. Но, тем не менее, они просто все идут на убой, и все, и как-то их понять очень сложно, в общем, что ими всеми двигает, этими людьми. И, как сказать, Путин решил тенденцию не нарушать, пойти на пути всех тех же бывших царей, да, генсеков и так далее, и просто войти в историю как тиран, как Сталин, короче. Но в отличие от Сталина все-таки в том, что Сталин
все-таки смог победить войну, которая, ну, по сути, все равно захватническая была. Да, конечно, они были союзниками, все вместе начинали. Гитлер потом в итоге Гитлер в итоге напал все-таки, да, на своего союзника. Ну, это союзники-то такие себе, конечно. Сперва вроде договорились вместе Европу оккупировать, но, видите, увидел, что ничего не может, и все, ударил, в общем. Ну и Сталин, видите, настолько кровожадный маньяк был, да, что вложил десятками штабелей, не знаю, сотнями тысяч людей ради вот этой вот индустриализации и так далее. Да, конечно, результат мы видим. Действительно удалось все эти заводы построить, но опять-таки это были все американские заводы, все инженеры, вся техника, чертежи и так далее. Даже сами эти материалы, все это привезено из Америки. Вот эти советские специалисты, они были лишь исполнителями, по сути. И, ну, как мы видим, в итоге, ну, ничего же своего-то путного сделать так и не удалось. Ни «Жигули», там, ни УАЗ. Ну, разве что, может быть, военную технику. Ну, и то, военная техника, насколько там рассчитана в бою? На 3-5 минут, да? То есть, еще же там различие есть в том, что вот западные люди стараются делать танки, допустим, так, чтобы максимально спасти человека. А советские, наоборот, вообще наплевать на человека. То есть он сидит, грубо говоря, на этом снаряде, да, снарядах. Если туда прилетит, то есть, ну, шансы выживания минимальные. А в западных танках, наоборот, лишь бы человека спасти. То есть, видите, тут такие же подходы даже в этом прослеживаются. В общем, я, как и говорил, пришел к такому выводу, что правоумеренные взгляды для нашего народа сейчас это просто необходимость. Я хотел вообще отдельный стрим, по-моему, посвятить, но, к сожалению, сейчас все разболтал. Ладно. Поэтому, как я хотел назвать-то его? Правые сейчас я хотел назвать. Правые правы сейчас. Ну ладно, теперь уже поздно. И к своему собственному удивлению стал я придерживаться теперь правых взглядов, потому что умеренно правых. Но тем не менее, видите, все-таки на канале полная демократия, люди с левыми, с какими-то еще другими взглядами спокойно приходят, свою точку зрения высказывают, у всех свои убеждения, все-таки это принцип демократии присутствует. И видите, для этого как бы и нужна вот эта вот система, да, сдержек, противовесов, разных мнений, свободы слова, чтобы ни одна какая-то сторона не давлела ни над кем. Люди умели договариваться, слышать, слушать друг друга. Но, конечно, какие-то, я считаю, установки, они должны быть, и это, ну, просто закреплено быть, да, то, что государственный язык это бурятский, то, что буряты граждане, да, ну, граждане, не граждане. Просто это надо позаимствовать, то, что уже у стран Балтии внедрено, нам это просто надо посмотреть и сделать. Потому что мы в таком же, на самом деле, положении. У нас нашего бурятского населения меньше. Соответственно, если мы не будем придерживаться умеренных правых взглядов, нам просто не выжить в этом. То есть, если мы уж сильно ударимся в левые какие-то тенденции, в левые движения, ну, бурятский народ просто не спасти будет. То есть все, грубо говоря, останется по-старому, и нас просто вот эта вот третина русского мира затянет. Типа скажет, а что, хорошо же было, вот сейчас вот другой президент, а давайте назад вступим в рашку. Нет, здесь уже как бы однозначно надо некоторые правила просто закрепить прям там на уровне Конституции, и все. И свой суверенитет ни за какие там баранки,
плюшки ни за что никогда не продавать. И если уж такая ситуация происходит, то ну, воевать получается, да, если кто-то решит оккупировать. Такие дела. Да, вот совершенно неожиданно целую тему для стрима я раскрыл, хотя о другом хотел поговорить. Ну ладно, давайте теперь приступим к... Давайте вот эту тему бурятского ренессанса оставим на самый конец. Сейчас о плохой новости, но которая на самом деле хорошая. Итак, смотрите, вот есть такое мнение, да, что в Башкирии произошел на самом деле фальстарт. Также сейчас это подтверждается тем, что сегодня в Якутии произошло. Ну, может быть, это не связанные события, но почему-то алгоритм действий везде одинаковый. Смотрите, вот этот вот Радий Хабиров, что происходило в Башкортостане, берет и сам донос пишет на активиста, да, на Фаиля, его арестовывают, естественно, реакция происходит у людей. Власть тренируется, власть понимает, что национальные протесты, национальное самосознание скоро все-таки возымеет успех, и люди задумаются о независимости. То есть они посмотрят, объединение происходит, наших ребят на войну забирают, гробы приходят, какой смысл находиться в империи, да? И поэтому они делают такие вот репетиции для того, чтобы отработать алгоритм действий. Ну, я так считаю, может быть, это неправильно, может быть, все это какое-то совпадение, но давайте рассмотрим просто эту теорию. Я же не говорю, что это уже все там гипотеза, ну, то есть это как теорема же, да, которую доказывать не надо. Это просто теория. Представим, что власть понимает, что в первую очередь начнут откалываться национальные республики, потому что, ну, ничего общего нет, это же не русское население все равно. То зачем как бы вообще? И так как бы не было смысла, да, жить, находиться в этом государстве. А тут так тем более, когда тебя просто на войне уничтожают, когда скоро уже будет ситуация, что не будет хватать денег на элементарно там на продукты и так далее, пенсии там начнут с перебоями платить зарплаты, то есть, ну, все понимают, что социальные бунты будут, и первыми они начнутся там. И для того, чтобы вот остатки всех активистов, тех, кто не уехал, кто там остался, кто что-то может делать, их надо, по их мнению, зачистить и отработать заодно алгоритм действий, что делать, когда такие события все равно будут происходить. То есть они что делают? Блокируют интернет. Как раз сегодня это все было глобально продемонстрировано. То есть хотели они отрубить, я так понимаю, только в Якутии, но получилось, что чуть ли не полстраны отключили, там в Бурятии проблемы были, еще где-то, WhatsApp отключали, еще что-то. То есть потом даже сами написали, что это сбой там в Роскомнадзоре был, что-то такое. То есть они отрабатывают, репетируют, как бы так безболезненно гасить протесты. Ну, то есть там во власти все-таки есть какие-то прогнозисты, которые маленько смотрят вперед. Ну, тем более у них информация есть, насколько денег хватит, насколько у них успехи продвигаются. И они понимают, я думаю, что конец-то близок, но как бы оттягивают, понимаете? То есть, вот как обреченный на смерть, да, он же хочет, ну, хотя бы еще день прожить, да. Также и российские власти, Путин тоже думают, скоро в Гаагу ехать, скоро все, конец государства, но надо протянуть как можно больше, кровь попить. То есть вот такая вот история все-таки будет тянуться и тянуться, ну, пока уже там с кровью, с болью, да, все равно все это не рухнет, все равно народ восстанет и отойдут. И в этой связи сейчас, забыл, мысль потерял. Ладно. Ну, в общем, может быть, конечно, это просто моя какая-то теория, все такое, но просто интересно, что вот так вот интернет взяли и положили. Ну, что делать теперь? Надо задумываться, конечно, о том, что искать или создавать какие-то мессенджеры, которые работают без интернета, рации покупать, то есть какой-то достойный ответ. Но там, опять-таки, возможны глушилки. Их какая задача-то?
теперь максимально рассредоточить людей, чтобы у людей не было возможности собраться элементарно. То есть понятно, когда есть мессенджеры, есть интернет, у людей преимущество, и они хотят это преимущество нивелировать. Потому что все СМИ под их контролем, никто с экрана телевизора и там, из радио никуда никого не призовет. Наоборот, будут умолять, чтобы все дома сидели, какие-то утки запускать и так далее. Поэтому вот этим надо теперь людям озаботиться, да, как создать такие мессенджеры, которые работают без сети. Возможно ли это, в принципе, или как. То есть сами-то устройства все равно останутся. Вот такие вот дела, такая моя теория, не знаю, может быть она верная, может быть нет, но то, что они так оперативно отключили интернет, это о чем-то говорит, при этом положив там очень много других регионов, пока что регионов. И поэтому я хочу сказать, что, конечно, это плохая новость, что человека убили, да, но она глобально-то все равно как бы хорошая, потому что на самом-то деле власть прекрасно все понимает, куда все идет, куда все катится. А все катится понятно куда. К развалу, к распаду этой страны, к проигрышу в войне, к Гааге, к суду, к расплате наконец-таки. И вот я почему еще, смотрите, стараюсь продемонстрировать, да, вот вспомнил свою мысль, что хоть у меня и правоумеренные взгляды, но я вот, как сказать, пускаю на канал людей, у которых другая позиция, левые взгляды, допустим, еще какие-то. Потому что, смотрите, в своих размышлениях, да, я же уже веду блог, ну сколько, ну почти 2 года, наверное, да. Как-то я слишком далеко, наверное, ушел, ну и зрители, да, получается, от того, кем я был в начале, и от такого рядового, может быть, зрителя, да, ну, обывателя, вернее, то есть, который вот до сих пор живет с тем, что, как сказать, со всеми этими, как сказать, нагромождениями в голове, да, которые пропаганда за все эти годы им внушила, и все это еще длилось с Советского Союза и так далее. То есть, представляете, вот человек новый заходит, да, на канал и думает, что это за какой-то там националист сидит, вещает. Даже кто-то там написал комментарий, что типа вот мы в Башкортостане не хотим распада страны, мы за Путин. Ну, может, это и бот, конечно, но я просто представляю, что некоторые так обыватели думают, что до сих пор в той картине мира живут. Ребята, просто я в своих взглядах сижу же, ну, очень часто, получается, об этом думаю, размышляю об этой ситуации. Я уже ушел далеко от этого. Чтобы просто понять мою точку зрения сейчас, это надо вот эти вот видео, да, с самого первого, там, не знаю, смотреть, стримы все мои, где я там размышлял, думал, да, то есть поначалу же у меня совершенно другая была позиция тоже. Сейчас я уже понимаю, что все это ерунда, короче, была на самом-то деле. Никакая дружба народов не была, и на данном этапе она невозможна, только после того, как вот эта вот Русь трансформируется, когда она развалится, когда они перестанут наконец-то испытывать какой-то оргазм от войны. То есть, понимаете, там даже культ же уже целый создался. Культ вдовы, там, да, культ матери, потерявшей ребенка. Мы еще с таким каким-то, знаете, пиететом к этому всему относимся. А на самом-то деле мы должны просто жалеть такого человека, а у нас это в ранг героя, да, там возведено. Вот, мать потеряла сына, значит, все, молодец, долг родине отдала. Блин, какой долг-то? Сын должен ее жить, работать, радовать ее, ухаживать за ней, там, да, за матерью. А не то, что он пошел там за какие-то, не знаю, хотелки очередного царька, сдох там где-нибудь в Афганистане или пошел в Чечне чеченцев независимости лишать. То есть там же тоже была, получается, контртеррористическая операция якобы. А на самом деле эта Чечня просто хотела обрести независимость, а ей не дали. В крови потопили чеченцев. И вот из-за этого, да, погиб
чей-то сын там, муж, и все. И у нас это якобы героиня, вот эта женщина, да? Ее пожалеть надо просто, а не возводить какой-то там, не знаю, нимб над ней. То есть, видите, уже целая культура вокруг вот этой вот смерти, да, образовалась. Ладно, еще какие события-то произошли? Ну вот это то, что я маленько подвору идею, мысли, вернее, у Савромата про то, что, смотрите, смешная ситуация, конечно. То есть два события происходят параллельно. Это то, что Борис Надеждин собирает голоса, ему 100 тысяч надо голосов, да, ну собрал, по-моему, уже. Все, там целая спецоперация происходит, люди там бегают, что-то с этими голосами. У нас тут в Корее тоже тут что-то хотели вроде собирать голоса, но надо, чтобы человек самостоятельно, то есть человек приехал, там все такое, то есть самим нельзя. То есть из его фонда должно быть оплачено все это дело. И вторая ситуация это с котом Твиксом, которого проводница вроде или как выкинула, и какой-то блогер или кто разместил петицию. И давайте теперь про цифры поговорим. Смотрите, за этого Надеждина, да, при огромной вот этой вот медийной поддержке всех этих оппозиционеров, так называемых, да, хороших русских, при таком, не знаю, каком-то порыве, да, русского народа, что вот, мол, я не знаю, конечно, это, ну, просто какая-то вот, я не знаю, зачем это какая-то имитация, зачем этой имитацией заниматься, ну, ладно, люди хотят, то есть для них это, видимо, какое-то для успокоения души, бегают там, голоса собирают, ну, якобы, знаете, это все вера до сих пор в хорошего царя, плохих бояр, то есть вот местные власти плохие, то есть из той же оперы, да, вместо того, чтобы как-то начинать бороться, они все бегают, там списки собирают, какие-то подписи ставят. Какой-то херней, короче, страдают. То же самое я считаю и про карту Монгола. Ну зачем какие-то голоса собирать? Если хотите сделать, то сделайте. Нет, так что бегать там, не знаю, поднимать такой шум. Ну, в общем, за этого Надеждина, за такой срок, я не знаю, сколько дней кампания идет, но тем не менее, 100 тысяч кое-как вроде собрали, да, голосов, или еще там, или 16 тысяч осталось, ну что-то такое, короче. И параллельно идет история с котом Твиксом, которого якобы выкинули из поезда, и за 3 дня эту петицию, да, чтобы наказать проводницу, которая типа выкинул кота Твикса, 350 тысяч голосов собрали, без базара вообще. То есть, понимаете, там в Украине война идет, люди умирают с обоих сторон, мирные страдают, города бомбят. Они здесь 350 тысяч человек в этот момент переживают за какого-то кота. Такой сердобольный народ, блин, просто, знаете, такая слеза прям течет, думаешь, какие же это просто люди, не знаю, просто душки вообще, да, так за кота переживают. У нас сколько пенсионеров не доедает, на дров у них нету, нечем топить, мерзнут, да. Вот женщина писала тоже комментарий-то, 2000 остается у нее от пенсии. Лечиться не могут. Полстраны, да большая часть вообще в нищете живет. На войну люди идут только из-за того, что денег нет. Но вот, блин, с котом ситуация и все, и все побежали кота защищать. Что за страна какая-то, я не знаю. И тут такое вроде тоже серьезное событие, да, вот якобы какой-то там появился претендент на трон. Ну, естественно, его не допустят, не знаю, ничего. Вряд ли они захотят такой же ситуации, как с Тихановской было, да, что допустили, а большинство проголосовало за Тихановскую, и потом начались протесты. То есть вряд ли кому-то это вообще дадут такую возможность. И причем, я так понимаю, да, раз такие события происходят сейчас, когда даже выборы не произошли, что раньше невозможно было, да, старались все эти протесты как-то нивелировать, не освещать и так далее. А сейчас им пофигу уже стало. То есть они даже не парятся. Путину уже пофигу. Он
Раньше еще что-то как-то делал вид, да, типа вот якобы там переживает, как выборы будут. Сейчас ему уже полностью насрать и всей этой администрации, то есть уже никаких там технологий нету, да, пиар-компаний. Политтехнологам тоже уже все забили и типа, давайте, наоборот, покажем трешака. И, видимо, вся эта ситуация только хуже будет после выборов, раз они вот так вот начали. Плюс еще, что там, Мил-76 упал, да, сегодня в Белгороде. В Ленобласти там тоже какой-то завод или что ли там взорвали, или склад какой-то. Ну, то есть, вообще как-то не пахнет тому, что на этом фоне должны пройти выборы, типа жизнь менять, типа интрига какая-то. Да какая тут интрига может быть? Это вообще театр абсурда просто. И эти люди, да, тоже, я не знаю, то ли дураками их назвать, то ли как, бегают там за Надеждиным, думают. Ну, как сказать-то, это знаете, вот, ну, это как будто ты 1000 раз, да, на одни и те же грабли наступил, и такой думаешь, ну, сейчас-то я наступлю на грабли, и они меня точно не ударят по голове. Ударяет, и он думает, блин, ударили, но в следующий раз точно не ударят, да? Может быть, конечно, они таким образом когда-нибудь просто палку или просто сам человек уже, да, это, просто помрет, да, прошибет ему этот лоб. Либо, ну, скорее всего, вот это произойдет. Ну, либо, может быть, как-то они палку сломают, просто уже палка не выдержит такого бесчисленного. Ну, в общем, понимаете, такой рабской покорностью думают, что можно вот своего надзирателя как-то, не знаю, разжалобить, типа как-то можно выплеснуть вот эту вот энергию, обхитрить систему. Ну, как мы тут собрались обхитрить. Причем этот, как его, Борис, говорю, код Твикс, да, набирает еще больше голосов за гораздо меньшее время. Это, конечно, вообще удивительно все, да. Война, людей убивать, всем насрать. А вот кота, конечно, надо спасать. Какие сердобольные люди вообще. Столько гробов приходит, но кот-то важнее. Это же, блин, все-таки семейство кошачьих, да. Так, я скоро начну читать комментарии. Занаходу, давайте теперь переходим, наконец-то, уже осталось время-то, к основной теме, да, стрима. Это бурятский ренессанс. Ну, понятно, да, что такое определение ренессанса. Это возрождение, вот как раз как Хргела, да. Так и переводится возрождение. Ну и понятное дело, что оно в культурном смысле. Смотрите, даже по 90-м годам какой все-таки импульс, да, на нашей бурятской эстраде и в других вообще направлениях. На эстраде, наверное, это наиболее ярко все-таки как-то отразилось, что ли, сколько новых имен появилось, сколько новых певцов. Как-то наша бурятская культура начала потихоньку развиваться, и, конечно же, потом уже вот в эти застойные 10-е годы все заглохло, затухло. Мадыгма до сих пор бегает, скачет там, да, уже за 50 ей, или сколько, не знаю. То есть я в свое время, вот когда в этом учреждении-то работал подведомственной культуры, думал еще, а почему, говорю, где вот новые какие-то яркие люди, почему для них никакой поддержки нет, никаких грантов, почему вот этих вот, ну, то есть они же уже тоже все к 40-летнему возрасту приближаются, наши певички-то, как Дарима Царендандопова, да, ну, вот это вот их, там, Барахитова, Дулма Сунрапова, да, ну, то есть они уже, ну, не совсем девочки-то, да, там еще какой-то Лакитон есть, тоже там уже там под 50 или, ну, за 40 точно. Где вот эти вот какие-то интересные все личности, почему у нас вот такие, как сказать, ну, не пенсионерки, конечно, но все равно такие люди уже заматеревшие, да, годами, десятилетиями сидят. Ну, молодцы, конечно, тоже развиваются, но как-то молодых-то вообще не видно, где все это. А это просто, знаете, вот с 90-х годов импульс тот шел,
импульс чего-то нового, когда все-таки совок развалился, когда наши люди, буряты, в принципе, поверили, что нужно идентичность свою возрождать, нужно развивать свою культуру, музыку, начали проводить, это же тогда, белый месяц-то, да, начался конкурс проводиться, что-то придумывать, что-то делать, народ оживился, в общем, да, в этом направлении. И я думаю, то же самое нас ожидает и сейчас. Да, времена будут трудные, переходный период. И, конечно же, в этот период, ну, я считаю, должен начаться такой ренессанс, потому что нам все равно необходимо эту независимость там всяко разно обрести. И тогда, конечно, люди тоже почувствуют этот импульс нового времени, почувствуют, что что-то новое будет. И таким образом тоже вот мы все время думаем об идентичности и так далее, но если оглянуться туда в 90-е годы, да, мы же не отошли тогда, не отсоединились, но тем не менее все-таки люди почувствовали, что что-то новое, да, как-то по-другому, у нас как-то все-таки больше независимости, бизнесмены стали появляться, которые стали вкладывать деньги, да, но все равно, я думаю, это больше на частные деньги все делалось. Как-то люди вообще в целом задумались о том, что вот надо свою бурятскую культуру развивать и так далее. То есть есть возможность сейчас. Ну, конечно, потом все это со временем все это задавили, все это стало так как-то тухло, одни и те же лица, все это получается, подмяло государство под себя, то есть сейчас они все тоже, все, как сказать, то ли на зарплате, то ли на каких-то грантах, то ли я не знаю, как они там существуют, наши артисты. Ну, понятное дело, что у нас же не такой масштаб, да, чтобы там ездить в стадионы, собирать и быть полностью независимым. Понятно, что в основном они собирают деньги на свадьбах, исполняют песни, да, там им платят. Ну, то есть не совсем, конечно, это все какая-то крутая история для артиста. Ну, а что делать, да, если другого варианта сильно заработать нету? То есть, понятно, тут надо было, конечно, изначально двигаться в сторону монгольского мира, да, туда пытаться там налаживать. Ну, по-моему, все-таки пытались. Вот Мадемаш записывал как-то клип там. Ну, либо это просто клип был, может быть, потому что дешевле. Ну, в общем, как-то вот так масштабироваться, к сожалению, не удалось. Ну, с рэпом была история, да, вот с Алиханом Дзе в свое время. Либо, может быть, его просто позвали, не знаю. Ну, такой клип они записали с разными исполнителями. С Монголии, там, с Тувы, по-моему, еще, с Калмыкии, что ли. Ну, типа Хамак Монгол тоже проект был же такой, где Чингис пел, Роднаев. Только он был не попсовый, а рэп. Типа такого. Ну, то есть, чтобы имеется в виду как-то получше зарабатывать, надо, конечно, аудиторию уже побольше. А у нас, видите, в силу того, что население сильно разбросано, плюс само население это не платежеспособное, да, то есть, ну, кого там, у людей порой и на билет-то денег нету, да, то есть там на хлеб не хватает, тут еще какой-то концерт. Ну, понятное дело, что надо при планировании, да, вообще обязательно, конечно, сразу же, ну, что и сделала, в принципе, Монголия, да, ну, может быть, не сразу, но тем не менее, все-таки сейчас они своих артистов пытаются отправлять за рубеж, обучать их. И, кстати, вот здесь я вот хотел такой пример привести. Я сегодня смотрел цифры. В Корее, да, очень сильно вырос импорт косметики, рамена, еще чего-то, за счет распространения их мягкой силы. Это вот кей-поп, затем это дорамы, да, кино и так далее. То есть это недооценивать тоже не надо. То есть нам ставку, да, как одну из даже отраслей экономики надо действительно
рассмотреть, что заняться вплотную культурой, искусством. Ну, потому что, смотрите, вот за счет медиа, да, СМИ, кино, музыки, да, у них, получается, растет импорт. Ну, то есть деньги зарабатывает, страна зарабатывает деньги на этом. Так что здесь недооценивать вот этот вот потенциал нельзя. Тем более у нас народ очень такой поющий, креативный. Но, к сожалению, из-за того, что есть такое учреждение, как Минкульт, и у него задача, наоборот, не сделать так, чтобы какой-то талант у нас появился, не развивать его, держать всех как-то в руках, в узде, в ежовых рукавицах, то, понятное дело, таланты у нас, к сожалению, не могут развиться. Хотя люди, конечно, есть. Такие дела, ну, идут. Поэтому я так и назвал этот стрим «Бурятский ренессанс». То есть с обретением независимости, конечно, народ сам тоже почувствует, что наступает время перемен, наступает время возможностей. Поэтому, наоборот, надо вот ко всем изменениям, да, относиться позитивно. И не бояться, знаете, вот до сих пор у людей сидит это в голове, да, как мы будем жить, которые даже долго следят за каналом, как мы там выживать будем и так далее. Ну, в 90-е же выжили, даже, можно сказать, что бурятская эстрада, да, ну, как минимум, начала развиваться. Потом вот эти вот всякие декоративно-прикладные, да, штуки, как мастера всякие, да, ну, тоже все это начало развиваться. При Советском Союзе, мне кажется, такого сильно не было. Ну, это было в рамках, наверное, знаете, так, как сказать, как образцово, как называется-то? Образцово какой-то там ансамбль, типа такого. Такие дела на ходу. Да, и тут, кстати, ресурсы-то как раз-таки благодаря нашим ресурсам мы и сможем обеспечивать наших артистов, сможем их отправлять, детей учиться в другие страны. Ну, потому что, смотрите, корейцы же тоже, как они, у них же нету людей, корейцев, которые едут кому-то там работать, да, гастарбайтерами. Если едут, то куда-нибудь в США, в Англию, в такие тоже крутые страны, программистами там или еще что-то. И наоборот, смотрите, даже они сейчас настолько свою культуру развили, что, видите, весь мир смотрит за ними. И благодаря этому экономика тоже растет страны. Ну и мягкая сила, да. А Корея влияет, грубо говоря, на весь мир. Даже, может быть, она затмила Японию. Но Япония, мне кажется, она и была такая, знаете, ориентированная на саму себя. То есть они как-то почему-то такие закрытые, что ли. Хотя, конечно, у них и дорамы, и аниме, вот это все прострелило. И сколько этих последователей. Но, ну, не знаю, в общем, это, наверное, отдельный повод для разговора с кем-то, кто более в этой теме разбирается. В общем, так, Нухудут. Такие мысли у меня по поводу бурятского ренессанса, который обязательно, конечно, настанет. И тем, кто будет переживать, как мы будем там жить, надо напомнить, что вот такое тяжелое время, да, как 90-е годы, когда вот, ну, действительно тяжело было очень, когда там неделями света не было, когда там еды не было у многих, да, ну, наверное, все помнят. Но, тем не менее, видите, выжили, развились, как бизнесмены появились у нас, артисты и целые новые отрасли, да. Даже, смотрите, несмотря на то, что как бы жизнь тяжелая, все равно вот эти же вот бренды одежды даже развиваются, да, всякие свитшоты, да, там в национальном стиле и так далее. Все равно потихоньку, да, как-то все-таки люди пытаются
идентичность свою национальную поддерживать. Но сейчас, конечно, с учетом войны все это гасится, все это дело. Ну, в первую очередь из-за экономических причин, конечно. Ну, нет, идеологических, потому что вот Рашка просто свое истинное фашистское лицо показала. Ну и экономическая удавка. Кстати, вот, пока я не забыл, как же его профессор какой там, тоже у Саврамата эту тему посмотрел, но не только у него, до этого я тоже смотрел про какой-то философ, короче, есть. Сейчас фамилию его скажу. У Саврамата есть видео под названием, что там? Не надо благоустраивать тюрьму, надо из нее выйти, в общем. В общем, давайте так, я забыл, к сожалению, фамилию этого философа какого-то. Но его основная концепция в чем? То есть Рашка становится в Северной Корее, и никаких шансов как-то получить западные технологии нету, импорт получить тоже нету. И какими-то обходными путями через арабские страны, через Китай как-то вот так вот получать эти технологии. И типа спасать будет Россию это левши. Ну, то есть все знают, да, эту как рассказ. Рассказ же это маленький, да? Да. Но как раз таки сам же Саврамат и опровергает. И до этого я смотрел вот этого вот философа, то есть он свою концепцию рассказывал, ну то есть все-таки немножко думает о будущем, переживает, видимо. То есть они все-таки думают, что каким-то образом удастся сохранить это государство, и, понятное дело, оно будет как под санкциями, будет дальше гнить, будет все ухудшаться, но вот типа каким-то образом все-таки получится, как барон Мюнхгаузен, да, себя из болота за волосы сам вытянул, еще, по-моему, лошадь вместе так взял, себя вытащил, да, вместе с лошадью. Вот таким образом каким-то чудесным получится так из этой ситуации вылезти, и что всякие кулибины там будут спасать ситуацию. Но тут же Саврамат как раз-таки про саму эту историю рассказывает, что он же умер, по-моему, этот левша-то. Кстати, там интересно было, что цитаты типа подковал блоху, то есть типа русские делают что-то совершенно бессмысленное, никому не нужное, уникальное, конечно, но в принципе зачем это кому нужно, да, блоху подковать. То есть здесь Лесков тоже это, конечно, это угорнул, да. То есть тогда тоже было все понятно про эту страну. Но главное, это он же пришел рассказать, что кирпичом никто стволы не чистит. Но его в итоге никто не стал слушать, этого уникального человека, и он умер просто. То есть ничего хорошего, в общем, в этой ситуации не светит. Вот такие дела на худут. И та новость, которая плохая, но глобально хорошая, конечно, про то, что власть-то понимает на самом деле, что национальные республики сам вот этот вот наш глубинный народ, который сейчас за войну, за Путина, да, в какой-то момент все равно прозреет, это произойдет, даже, может быть, и без участия вот активистов, да, и так далее, но я надеюсь, все равно мы свою роль тут сыграем и должны сыграть, по сути. Даже вот эти вот все эти деколониалисты, да. Просто видите, проблема-то в чем? В том, что они выбрали совершенно какой-то бесперспективный путь, через какое-то осознание, очень медленный путь. И причем это еще сложно, непонятно народу, чего в конце концов они вообще хотят. То есть это, если задать вопрос самому вот этому человеку, он вряд ли сам сможет ответить, что он вообще хочет в итоге. То есть это, ну, это вот какой-то просто психоанализ, короче. То есть без толку что-то в воду лить, что-то делать, не ставить никаких целей, никаких задач. Ну, просто вот как бы, знаете, там в потоке, да,
вот, и в потоке все ажурно, и все, и как-то так двигаться, непонятно для чего и зачем, ну, в какой-то такой странной тусовке. Ну, я просто как бы не вижу никакого позитивного исхода с такой вот, как воду вступит толочь. Это то же самое, знаете, что за надежде находить голоса собирать. Ну, конечно, можно собирать. Потом можно, знаете, вот в 30-м году, да, если режим устоит, потом еще за кого-то собирать голоса. Ну, то есть, это настолько бред вообще, да, что какими-то голосами, там, петициями что-то получится поменять, там. То же самое наши вот эти вот ребята, ну, прикол такой, наверное, да. Понятно, что еще гранты. И, наверное, ну, просто не доходит, может быть. Я еще просто думаю, что они не специально все это делают, просто не доходит, что это бесполезно вообще, бессмысленно. Но, тем не менее, на какую-то свою маленькую аудиторию, такую эстетскую, они все равно работают, и там что-то там, знаете, как... Что-то кажется для них, как будто что-то и меняется, но на самом деле глобально-то... Ну, понимаете, в этом мире все равно рулит только сила. И, не знаю, против там штыка, да, ну, там, ходить с цветами, что-то умолять, это все бесполезно. Он просто тебя заколет, да и все рано или поздно. Но мне вот эта, кстати, тенденция, да, того, что вот этот вот казах военный, понимая всю ситуацию, рискуя собой, своей жизнью, ну, своей карьерой в первую очередь, пришел, дал интервью. Это говорит о том, что силы в казахском обществе есть, государство все равно получается, да, там тоже проблемы большие с коррупцией и так далее, но тем не менее, видите, среди чиновничества, военных, да, ну не чиновничества, а вот военной вот этой вот элиты, есть люди совестливые и те люди, которые переживают за свою страну. Это все-таки о многом говорит, я думаю, потому что у нас, ну, Балдын-Лама, да, такой большой человек все-таки, можно сказать. А так у нас, ну, понимаете, в Бурятии пока все очень печально, потому что, видите, взять и сделать какой-то поступок, это же вообще-то тяжело. Это выйти из зоны комфорта, рисковать чем-то, лишиться чего-то, да. То есть гораздо проще где-то сидеть, отмалчиваться, ждать, пока само собой как-то произойдет. Но само собой оно, конечно, не происходит никогда. Поэтому, к сожалению, наше общество бурятское, да, оно очень-очень больное. Даже нет сил, которые могли бы сопротивляться. Но что делать? Надо как-то работать, в общем. Что делать еще? Работу с населением, по крайней мере, вести. Что в силах. Такие дела находят. Ладно. Что-то у меня сегодня как-то супер много комментариев. Постараюсь это почитать. Ну, естественно, не все. С комментариями так вообще никогда не... Амарсен, вопрос, что будете делать с нашими метисами? Русские буряти составляют большинство метисов в втором-третьем поколении. Ну, пускай они сами выбирают, я думаю. Либо быть гражданином и изучать бурятский язык, жить по тем правилам, которые будут, либо просто быть не гражданином, лишиться права голоса. Что делать? Буряты должны пропагандировать своих национальных героев, не те, которые высосаны из пальца года революции, Второй мировой, Афган, Чечня, СВО. Так, здоровый из Улан-Бетера.
Русские устроили теракт в Улан-Баторе, взорвали машину с сжиженным газом 60 тонн в центре города. Что-то не слышал пока. Сегодня Саха мужчины на протесты вышли, из-за чего, интересно, русские недовольные говорят, надоели эти малые народы своими митингами, мы их отмыли, и русские имена дали неблагодарные. В 17 веке казаки на своих лодках везли к нам телевизоры, холодильники, атомные подлодки и лучшие в мире процессоры с двумя ручками для переноски. Да, я знаю, что не гражданин России, короче, убил якута, Саха, и вот митинги, да, начались. И вот оперативно, как власть отреагировала. Ну, если вот моя как бы теория верна, то такие события должны произойти и у нас, в Бурятии, что-нибудь такое должно произойти и в других республиках. У нас-то точно должно. Зуб, тема Б, теракт в Монголии. Вот это надо подумать, зачем теракт в Монголии сделан. Ну, наверное, как акт запугивания. То есть, понимаете, вот монголы, да, я вот говорил же, вообще эту войну не видят. Так же, как и многие даже россияне. Даже телевизор не смотрят. Вот понимаете, вот в какой ситуации на самом деле страна живет. Вот для монголов, наверное, это будет более очевидно. А Украина, да, вот мирные города, по ней бомбы летят просто. И вот я говорю, наивно верить монголам, казахам, там, еще кому-то, да, которые здесь живут и думают, скорее бы война закончилась, типа Рашка победила, и мы будем дальше работать здесь на заводе, и нам будет больше заказов. А Казахстан, Узбекистан, там, да, Таджикистан, как будто бы Рашка не завоюет, да, их родину. Я говорю, наивно думать, да, что типа это как-то дальше будет длиться. Вот буряты страдают, страдайте сами по себе, а мы тут у себя как-то отсидимся, да, ничего не будет. Да ни хрена. Если Рашка, ну я надеюсь на это, силу не наберет, то есть ей не дадут, вернее, если, не дай бог, она силу наберет, ну как бы мало не покажется никому, потому что это уже все, это народ осатанел, видите, они за деньги, все уже там, они полностью расчеловечились, за деньги они хоть кого пойдут убивать, и наши буряты, наверное, тоже. Так что вот не надо сидеть и отсиживаться, что-то придумать с этой картой монгола. Просто сделайте и все. Это же вам как-то в будущем и поможет. И быстрее как-то надо где-то защиты у кого-то искать. Пытаться в какой-то союз войти или еще что-то. Ну просто свою суверенитет свой надо сейчас защищать. Вот о чем надо думать. ЧВК создавать, да, не знаю. Власть свою, наконец-то, там, не знаю, задать им вопросы. Вы долго будете вату катать. Я почему об этом говорю-то, да? Понятно, что сейчас Монголия там прорусское государство. И там писать комментарии про то, что там Восток дело тонко, это вообще бред такой полный. Какое дело тонко? Я говорю, вот эти русские танки придут, да, они не остановятся. Но я не знаю, конечно, Монголия не сдержит. Но надо думать в этом направлении. Если уж Европа готовится к войне, да, вот эти вот члены НАТО, то, блин, СНГ, ну, я не знаю, как сказать, ну, может быть, и понимают, что, типа, что делать-то? Просто войти уж без боя, просто ничего не делать. Просто, ну, я не знаю. У меня просто другая точка зрения. Но, сами понимаете, вот почувствовать всю прелесть русского мира, я думаю, никто не хочет. Ни казахи, ни монголы, ни узбеки. Хотя, конечно, многие, кто приезжают, да, работать в Москву, они и так все это чувствуют там. То, что пренебрежительное отношение, вот это вот, ну, сами понимаете, да, как относятся к мигрантам вражки. Много кого ты знаешь с района, где вырос, не согласен с твоим мнением, говоришь, что ты предатель. Я с ними даже не общаюсь, так что мне на их мнение вообще насрать.
Как будто я там, знаете, вот каждую неделю там с ними славливался, да, там. Полковник в отставке служил в Академии погранвойск в Астане, их курсантов покрошили. А, это вот который казах, который выступил на телевидении. Ну, то есть на это. Олон улдут наган оро бурхандаушо умани бадмехум. Это подставной военный, я думаю, так как всегда весело, и Силой вдруг взял и высказался после январских событий. В Монголии начальники немного лихие и придурковатые, так что политика Монголии это никакой не хитрый ход многоходовочек. Приборостроительный завод в Улан-Удэ, если бурят на работу, заставляют бесплатно 3 месяца работать. По-моему, там вообще не берут. Есть же такие организации. Железка не берет. Железная дорога. Ни разу там бурята не видел, чтобы ходил там. Ну, кстати, по поводу железки. Помощниками машиниста, да, вот всегда мужики работали. Стали брать женщин. Там же еще такая тема, что много же помощников, ну и машинистов, импотенты же они. Ну, потому что 27 тысяч вольт над тобой, да, все это дело влияет на эту систему. Интересно, вот женщин-то предупредили об этом, готовы ли они тоже, как сказать, бесплодию, что работа-то очень вредна на самом деле помощникам. Поэтому, если кто-то смотрит и рассматривает такую вакансию, ну, подумайте об этом. Баттер, дискриминация в Бурятии всегда была и есть, на хлебных местах только урусы. На заводы стали брать бурят только потому, что русские уезжают из Бурятии. Народ пачками валят из Рашки. Баттер, обращайтесь в трудовую инспекцию. А, это херня все. Трудовая инспекция, все там. Смотря к кому, если какая-то организация крутая, ни хрен придут. Если там какая-то это. Да и вообще. Однажды какая-то странная ситуация со мной произошла. Я в Москве снимался же в массовках. И там, короче, играл какого-то этого гастарбайтера, короче. И фотка у меня была со съемок. Ну, я сам сфотал себя на телефон. И кто-то взял, короче, вот эту фотку, зачем-то мою. Это реальная история, я не знаю, как со мной такое могло произойти. Распечатали на баннерах по городу. 17-й, по-моему, год был, что ли. И типа там номер дали, и типа там евроремонт, что-то такое, короче. Я потом думал, кто это такой херней занялся? Как вообще моя фотка могла там оказаться? Потом я, короче, туда позвонил. Они вроде сказали, все уберут, но я потом смотрю, не убирают. И я, короче, где видел эти баннеры, да? Я их просто снял, и они сейчас дома у меня лежат. Ну, просто представляете ситуацию. Я еду как-то, и так, в маршрутке еще помню, на центральном рынке. И, ну, как-то боковым так зрением смотрю, и такое ощущение, как будто я себя увидел, да, так еду, так вот. Потом думаю, что за херня. И потом, когда там на этом еще висел, ну, много где на самом деле, это как, Трубачеева же есть выезд. Потом назад как-то ехал так, и уже, и точно, прямо мой фейс там висит. И я просто охренел. И потом туда, когда на центральный рынок вернулся, там реально это, оказывается, этот висит. Я просто вообще в шоке был. И ходил я как раз в организацию в эту, какую там, какой-то надзор, короче, за рекламой. Я уже забыл. Ну, короче, они меня вежливо послали, одним словом. Потом там пошел к каким-то этим адвокатам. Те денег запросили. Ну, и в итоге я решил это все дело, как бы... Ну, денег все равно нету платить адвокатам. Да и зачем вообще? Это... Если бы я был какой-то государственный служащий, элемент какой-нибудь, конечно, по-другому все было бы. А так, если ты простой рядовой чувак, то ничего не будет. В Иркутске сегодня 150 человек стояли.
Русская Бурятия сейчас это по-русски, для русских и ради русских, а мы в оккупации святого народа бедоносители. Как ты думаешь, если Бурятия станет независимым государством, как жизнь поменяется? Кардинально, вот я говорю, бурятский ренессанс начнется. Ну и главное, это, конечно, что власть взяли нормальные люди, чтобы, знаете, вот всякие кланы не пришли к власти, переобувшиеся резко, да. Но это очень большой шанс, вероятность, потому что у них деньги есть, каких-нибудь алкашей подкупит или еще что-то. Или ЧВК, может, свои создают уже. Или этих будут использовать, ветеранов, которые придут. Среди них по-любому будет какой-нибудь старший, как этот Вахаш был, он же был это, который всех просто будет у него в контактах и скажет, он заработать хотите, сегодня там надо прийти, там это, как его, пошумим, там что-нибудь поделаем. Ну и все. Море. Море уже 100 раз сказано, что выход к морю ничего не решает. Бурятия, Якутия, Татарстан самые богатые ресурсы, а живут от ЗП до ЗП. Ну, с нашим населением мы вообще на одном угле просто, я не знаю, арабскими шейхами станем. Если Мельниченко себе за 500 миллионов долларов покупает яхту, которую под санкции попала, да, это и то не такие большие ресурсы. Представляете, там с одного угля сколько, сколько. Просто 500 миллионов долларов, да, вот поделите на, ну, миллион даже нет, да, населения. Сколько это будет на человека, на всех? Какой Люксембург же, да, по-моему, там население маленькое там государство. Исландия, да, кстати, тоже там, по-моему, что-то мало населения. 300 тысяч, что ли. JV, заткнись, уже достал ныть. Мне кажется, он этот, как его, бот, наверное, подсадной. Южнокорейскую армию позовем. Всем гунно-алтайским народам объединиться, захватить арсеналы в военных частях на территории своих республик, арестовать рашистских силовиков, но обязательно выступить одновременно. Ну, вообще, да, тюрко-монгольский союз просто необходим. Мы-то это, кстати, больше понимаем, монголы, которые в России. Потому что Монголия сколько лет не воевала, никаких боевых действий. Вон теракт сейчас произошел, там все, наверное, на ушах стоят. А у нас-то эти теракты, блин, ну не в Улан-Удэ, конечно, но там в Москве сколько, это ФСБ-то взрывает. Это же доказано уже, сколько они там домов взорвали. Только в Рязани удалось это спасти. И то там кто-то бдительность проявил. А Ян БНД говорит, что война еще долго будет идти, Россия сможет долго воевать численного ресурса. Ну, конечно, вон это такая толпа дебилов, готовые жизнью рисковать за 200 косарей или за 150. Нету у русских безграничных ресурсов. Ну, он имеет в виду про человеческий ресурс, что там же в мясные шнурмы сколько людей бросают.
Любой человек должен выдавить из себя русскомирность, в первую очередь, коренным народом. Баир, Монголии начали продавать тарелки спутникового интернета, Starlink, компании SpaceX, надо привозить в Бурятию. Вот отличная прямо история, на самом деле, на худут. Задумайтесь об этом. Даже несмотря на цену, просто, короче, тупо езжайте, покупайте SpaceX этот. Будет протест, все, у вас будет доступ в интернет. Только надо замутить, как подключить сотовую связь туда. После просмотра интервью Надеждину Латынина, все с ним понятно, не верьте этому спору. Да понятное дело, кто в этих условиях, вы что думаете, кто-то никогда не было выборов, да, в этой рожке, и тут типа, а давайте дадим шанс. Ну это просто смешно. Если даже Путин скажет, все, я надоело мне все это притворяться, давайте я не буду больше выборы проводить, и никто там в рашке ничего не скажет, а ну ладно, что, давно надо было еще, скажет. Дурак, люди про карту Монгола реально говорят. Да здесь просто начинает, знаете, вот как у нас в Рашке, да, типа, ну вот, что-то вы хотите же, да, ну давайте там мнение людей послушаем, еще что-то, собирайте голоса, а потом скажут, да нет, что-то там, в общем, мало голосов или еще что-то. То есть, если ты что-то хочешь сделать, то ты это делаешь, а не начинаешь какую-то, знаете, там, промо-акцию, блин. Делать так делать, нет, так и нахрен надо. Бурядут интернет сома ангадар шашалдан же хадан мангадут алиханар бу аужавена хада. Хум ште болоноп. Путин же носи. Октябрьская 27, там штаб в Улан-Удэ, Карнаухов рулит там. Карнаухов... за Надеждина, я думал штаб этого, блин, какого? Против независимости, за оккупацию дальнейшую. Котиков все любят. Нам надо хотя бы бурятский язык перевести на латиницу. Блин, вообще на кириллице, если честно, читать капец прям тяжело. На латинице, мне кажется, ну, переход, понятно, да, на старомонгольскую, на этот монгол-бышик. Но, кстати, в Монголии вроде монгол-бышик все готовится. Но имея в виду, что ну, латиница, она более все-таки логична, что ли, хотя бы, пока у нас на этом. А так, блин, это вообще тяжело, капец, на это, какого там кириллицы на этой. Как вы считаете, кстати, ваше мнение? Преступность выросла на 40%. Ну, конечно, эти люди, которые привыкли к тому, что каждый день видят смерти, да, там, бухают, там, не знаю, жизнь совершенно другая, приходят в эту мирную жизнь, где все спокойно, взрывы не это... Взрывов не слышно каждый день, никто тут не помирает у тебя. И вот им суету навести охоту начинают там. Это со своей выходом в море, блин, заблокировать его надо. Здравствуйте, у нас в Казахстане 70% за Украину, в основном кто за нашу топит, это северные области КЗ. Сейчас всех сепаратистов выявляют, сажают в тюрьму. Да, их надо вообще депортировать нахрен. Вату не катать. Ну, понятное дело, что, к сожалению, армия там еще не в том
Да кто думал-то, согласитесь, что я вообще поверить никогда не мог, что Рашка будет Казахстану угрожать, всем вообще странам СНГ бывшего, да, что в Украину вторгнется. Я думал, ну как, это же один народ фактически, да. Ну, славяне, думаю, как они. А вот, спокойно, блин. Так что таких, как мы, да, казахов, там, монголов, они только так убивать будут. Считай, если они своих-то не жалеют, да, то нас-то вообще наоборот, с удовольствием, думаю. Будут еще хвастаться, сколько вот я сегодня завалил. Тем более сейчас они еще боевой опыт там набираются. ЮК развитие получили, когда США их поддержали в войне с Северной Кореей, помогли законодательством, предоставили свободу предпринимательства, потом внедрили технологии, пошел экономический рост. Да нет, тут все это да, но до какого? До 80-х годов уже тут была же диктатура тоже, по сути. И пока не убили этого президента, потом началось это все. Они же бедно очень жили, на самом деле. В этих щектанах-то, блин, ну, в которых рабочие ходят кушать, да, на заводе. Там просто, ну, типа, знаете, короче, рис, потом трава какая-то, ну и все, больше ничего не может даже быть там. Бывает порой там яйца или еще что-нибудь. Но так в основном, как бы вот это о чем говорит-то? Это, ну, как бы традиционно, но значит, раньше-то очень бедно жили. Ну, кто будет просто вот траву одну хавать и рис, и потом еще целый день пахать, как папа Карло. Ну, пашут-то они конкретно, конечно, маленькие вроде такие, но жилистые и вообще капец любят работать. Самое главное сейчас решить, какое свободное государство Бурятии будем строить, если национальный типа Бурятия для бурят или правовой для свободных людей любой национальности. Ну, я говорю, что нам просто необходима умеренная такая правая тема в этой. Надо просто со стран Балтии брать пример. То есть вот у них есть же граждане и граждане. Но они от безвыходности это сделали. И смотрите еще. Видите, когда развилка была, Финляндия это не покорилась. Они же не вошли, получается, в состав-то. А там жестко же все было. В Польше, там везде всю их элиту уничтожили, и оккупация началась. А финны-то начали воевать же. И видите, финны выиграли в итоге Советский Союз. И сейчас в НАТО вошли. А Узан, да, профессор Аузан этот, блин, который в какую-то сказку верит. Левша сломал блохон, а потом не стал танцевать. Очень много приехало русских в Бурятию из Донбасса. Разговорился с кассиром Титана, она оказывается из Донбасса. Я ей сказал, что же вы кричали, Путин, веди войска, а сами за 5000 километров сбежали. Речин изменился, раньше тоже был кабасник. Аузан из МГУ. А Ян готов воевать за Бурятию. А Ян из-за Южной Кореи воевать будет. Короче, он просто ждет, он там готовится, тренируется. Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ. Куда пропал Игорь Профсоюз? Профсоюз никуда не пропал. Он каждый день в Инстаграме ведет стримы, которые смотрят там 5 человек. Не знаю, зачем он вообще их ведет. С кем-то они там что-то беседуют вообще. Ну, у меня просто времени столько нету. Они там прям часами вообще там что-то обсуждают конкретно прям.
У меня в Южной Корее уже 5 лет тетя живет и говорит, что у нас в России и Бурятии жизнь намного лучше, а в Корее, что там очень много бомжей и бедных людей, больше, чем у нас в России. Ну, это просто смешно, конечно, читать. Ну, смотрите, вот вы за 20 миллионов, да, можете купить машину, а зарплата у хангуков, да, ну, 4-5 миллионов. Ну, представьте, вот сколько вам надо копить, да? Всего 4 месяца, грубо говоря. А если вы еще семейная пара, то еще меньше получается, да? За одну зарплату вы можете купить, ну, где-то 3 айфона Pro Max, да? Ну, не 3, ладно, если он 1 600 000 стоит, то... Ну, 2 точно вы купите. Еще деньги у вас останутся. На коммуналку там. Сколько людей, да, вот, имея простые рабочие специальности, работая где-нибудь на заводе, могут себе позволить купить 2 айфона или машину за 4 месяца. Причем эта машина будет, ну, 23-24 года, там, допустим. Или кредит могут взять и вообще не париться. Сколько людей в Бурятии таких? Даже вот эти, вот, кто на войну пошел, они не могут 2 айфона себе купить. Максимум 1. 15 Pro Max новый. Братья, это стиль провокации спецслужбы делают. Ну да, все же понятно. Баир настоящий реалист, да будет так. Да просто слушаю умных людей, да и сам просто чуйка у меня. Я почему-то верю, что все получится. Ну, в смысле, не почему-то, а как она. В принципе-то она как бы и не подводит на самом деле. Я был в ЮКАС, Бурятии, небо, земля. Ну да, не, мы, конечно, в природном плане, ну просто Корея отдыхает, конечно. В экономическом, да. Ну и то, что у нас продукты намного лучше. Ну, имеется в виду наше мясо, там вот это такое. Не то, что там вот это вот говно привозят с этим из рашки, с какого там, с пальмовым маслом. В России сейчас все разваливается, работать невозможно. Ну да. Сегодня якуты восстали, народ наконец-то просыпается. Но видите, вот в чем беда, что за рубежом ни у кого, ну может у чеченцев только, ну или еще у кого-то, у кавказцев, короче, возможно, хорошая связь, прямо там организация какая-то. Ну, даже, к сожалению, у башкир нету, оказывается, такой вот, знаете, чтоб оттуда направляли. То есть, вроде бы все эти всякие комитеты, все есть, да, и ни хрена никакой связи там смотрит, к сожалению, мало людей. Большинство, наверное, и не знают даже, что там что-то комитеты есть, да, все такое. Штаб наш, да, ну, правда, организовался недавно. То есть вот протесты начнутся, кто их будет готовить, организовывать. Это вот такие тупые протесты, где люди выходят, мы сейчас будем хоровод водить. Да какой нахрен хоровод? Поэтому надо, конечно, заниматься развитием канала. Да, я, к сожалению, мало видео стал делать, пока время мало, но буду заниматься этим, что делать. Видите, тут такое двойное непонимание, как бы, да. И аудитория там не понимает, что они там вещают. Надо, короче, быть ближе к народу. И сами наши эти, они же давно еще уехали, вот эти вот наши супероппозиционеры. Давно уехали, уже мозги американские там, да. Ну, правильно в этом плане профсоюз говорит. Там 10-20 лет прожил, ты уже там забыл, что такое Бурятия вообще. Ты все там в этой либеральной повестке, да, там, БЛМ, все такое. То есть ты уже вообще ничего не помнишь, что там было. Тем более, если в 90-е уехал, когда, наоборот, демократия была. И тебе кажется, вот,
а все там зашибись, да, вот надо вот деколонизацией сознания заниматься, да, деколонизацией красоты, еще какой-то херней, короче. Тут вот надо как бы такие реальные вещи делать, а не вот этой вот шляпой заниматься. И потом, конечно, народ вообще не знает этих людей, получается, выходит на протесты, получает по роже и все. Но с другой стороны, все равно доходить до них будет. Ты постоянно обижаешься насчет изучения языка. Это не самоцель, это важнейший инструмент в борьбе за независимость. Язык – это объединение народа, повышение самооценки народа. Ты потом поймешь. Да я не обижаюсь. Вот Сергеевич занимается этим школами. Вот, кстати, донаты ему нужны. То есть собирать буду я для него. Вот для этого проекта по школам, да. То есть он хочет школу, чтобы это не только там один бурятский был, а еще и изучать там географию, допустим, геометрию на бурятском языке, все полностью. Целую работу ведет, ему донаты, короче, надо. Поэтому вот донатами помогайте, короче, ему. Я буду ему пересылать. Еще тоже там надо для еще одного проекта донаты, короче, нужны. Я просто как бы кручусь, конечно, тоже по-своему. Но это, как называется, вот через полгода, кстати, у меня будет разрешение на официальную работу, так что я смогу устроиться уже официально. Все, буду вам там видео снимать с работы. Ну, я просто, видите, мне надо тоже бабки, короче, подбить. Сами понимаете, мне, как сказать, вдруг надо будет резко куда-нибудь передвинуться или еще что-нибудь, все равно бабки нужны будут. Поэтому мне надо как бы о себе тоже очень сильно это позаботиться самому. Так. Моя тетя говорит, что в Корее бедных бомжей намного больше, чем у нас в России. Она уже 5 лет живет там и говорит, что ей не нравится Корея. Не нравится, пусть валит в рашку. Что делать-то? Бедных и бомжей. Ну, бомжи есть, но очень мало. А бедных, ну, я не знаю. Здесь, наоборот, культ денег на самом-то деле. Каждый кореец мечтает как бы побольше заработать денег. Они вообще такие пахари просто, капец. Мне кажется, они больше работают, чем китайцы даже. Ну, просто вот вообще любят прямо работать. Менталитет такой. Так что я не знаю, как сказать, может, лентяи у них есть, но все равно этот лентяй все равно трудится больше среднестатистического россиянина. Ну, наши, конечно, тоже, кто приезжает, тут хочешь не хочешь, будешь так же работать, а иначе тебя напнут отсюда. И все. Такие дела. Если ей так не нравится, то пусть что, валит домой, там зашибись, бедных нету, да. Да нету прям бомжей. В Южной Корее нормально живет, там уравниловка какая-то. Ну, они, видите, то, что для нас как бы охрененно, да, там, купить машину или купить iPhone, да, это уже как бы ты там квартиру купить. Для них это как бы апаты им надо или еще что-то. То есть очень дорогое жилье. Какую-нибудь машину, не корейскую, а там BMW, допустим. Ну, что-то такое. Или там в Америку уехать, там развиваться, или там, не знаю, куда-нибудь в Европу. Хотя у самих-то тоже очень высокий уровень жизни. Ну, как-то так. Поэтому они айфоны тоже покупают. Ну, типа в Samsung у всех. Ну, и так, конечно, на дорогу взглянешь, тут Toyota ты не увидишь. Ну, редко бывает. В основном они все свои. На Kia, там, Hyundai, на своих тачках. Да, бедная тетя, почему-то до сих пор в Южной Корее прямо так ей не нравится, так она прямо ненавидит, да, Южную Корею, но при этом ходит на работу на какой-нибудь завод, наверное, получает деньги, да, там в сколько раз больше, чем в Рашке. Ну-ка, если там тридцатка, да, допустим, она получает, ну, уже дошла, наверное, до 180 тысяч или до 200 тысяч, да.
Ну, где-то в 7 раз больше зарплату получает, и так ей не нравится прямо, да, со своей зарплатой в 200 тысяч. Ну, женщины просто меньше получают. Сегодня у меня интернет пропал. Да, в Бурятии тоже пропадал. Бои настоящий реалист, только без плана и анализа. Ну, как бы план-то в процессе получается. Я за латиницу, конечно. Ну да. Надо свой алфавит. Нет, так какой у нас алфавит? У нас же есть монгол-вышек. Мы как сегодня качество стрима лучше. Это тот же мобильный интернет. Просто, видимо, когда на двоих уже. Но зато у меня сам там Инстаграм или еще что-то вообще еле-еле просто. Так, уже 1:40. За нух идут. Как много комментариев. Баира, они обижены на тебя за правду. Надо составить план действий после обретения независимости. Предлагаю всем подумать, написать, как они представляют нашу страну. Спасибо. Я почту уже скинул. Там будем обсуждать все. Если что, пишите на почту. Там сегодня под этим стримом тоже оставлю почту. За нух идут. Уже пора мне спать. Эти недоблогеры, КВНщики неплохо устроились в Америке, получают бесплатную помощь. Ну да. Один чувак тут, Илья Иванов, как его там, Таурус, да, по-моему, собирал на дроны вместе с этим Речином Дашцереновым. И потом благополучно в Америку скузанул. Красавчик, конечно. Собирал на дроны нашим, да, все такое. И сейчас сидит в Америке. Блин, молодец. Стопроцентный